Добрый день всем, кто нас слушает, всем, кто нас смотрит. Сегодняшний подкаст, он посвящен одной большой такой тематике, связанной с антикоррупционной политикой в нашей стране. А сегодня мы будем говорить об одной теме, которая, наверное, волнует каждого казахстанца. Это то, что не раз уже отмечалось за последние несколько лет, что мы должны взращивать наш Казахстан, делать его процветающим, но для этого нам надо возвращать незаконно приобретенные активы. И ради этого была создана национальная комиссия. Меня зовут Гульнар Курбанбаева, я ведущая сегодняшнего подкаста. А в гостях у нас, с кем мы будем говорить на эту тему по возврату активов, человек, которого я уважаю глубоко, человек, которого я знаю уже много лет, мои коллеги, человек, которого знают не только в Казахстане, но и далеко за его пределами, руководитель, президент Гражданского альянса Казахстана, член Национальной комиссии по возврату незаконно приобретенных активов и еще же член комиссии по управлению возвращенными активами. И я так думаю, что это тот самый человек, который может нас просветить всех, рассказать на самом деле, как реально стоит ситуация, и действительно ли в нашей стране решения, которые вот такие серьезные приняты, эффективно и правильно реализовываются. Нургазиева Бану Ганиевна, друг, товарищ, брат, соратник, человек с большой буквы во всех отношениях. Приветствую. Спасибо большое, Гульнар Тритаевна. Да. На самом деле, конечно, не совсем так, наверное. Все так, все так. Спасибо большое. Я хочу сказать, что на самом деле вообще мы прекрасно знаем, что буквально с момента, вот я бы говорила, для меня, это я считаю, это все-таки Конституция, с момента вот того, как вот, в первую очередь внесли изменения в Конституцию. А если еще раньше, то когда впервые глава государства Касым-Жомарт Кемелевич сказал о том, что мы являемся слышащим государством. Вот с этого момента, наверное, начинается более активная работа именно в отношении антикоррупционной, скажем так, стратегии. Ну, хотя она была всегда. Она была всегда. Начиная с независимости Казахстана. Однозначно, очень много, но тем не менее, вот как мы видим, и до сих пор, конечно, очень много еще проблем в нашем государстве, но тем не менее надо сказать, что вот вы сегодня затронули один из таких важных вопросов, это комиссия, она так и называется, комиссия по возврату незаконно приобретенных активов. Давайте людей ознакомим. Смотрите, как у нас сидят самые разные слушатели, да, из разных профессий. Я очень надеюсь на то, что мы ориентируемся в первую очередь на молодежь, и она нас сегодня слушает. Им надо все-таки рассказать, что это за комиссия, попроще, ну и на самом деле какие задачи стоят, а потом мы проговорим, что на самом деле, как вы оцениваете эффективность работы этой комиссии. Я понимаю, что вы ее член, и вроде как сказать плохо о самой себе нельзя, но мне кажется, надо говорить объективно. Объективно и достоверно. Это самое важное для всех нас, не только для молодежи, а для них втройне и вдвойне важно. Абсолютно правильно, согласна. В этой связи я хочу сказать, что вот буквально сегодня у нас 10 июля, вот 12 июля... 11, нет, 10. 2 дня, буквально 12 июля 2 года назад, в 2023 году, был принят закон. Он так и называется «О возврате незаконно приобретенных активов». И одновременно вот как раз уже работала комиссия по возврату незаконно приобретенных активов, которую возглавляет премьер-министр. Кто входит в состав этой комиссии? В этот состав комиссии входит практически, в первую очередь, конечно, это правоохранительный блок, генеральный прокурор, ну, как мы обычно говорим, это министры финансов, министр экономики, комитет национальной, руководитель, председатель комитета национальной безопасности. То есть здесь именно те, кто сегодня отвечает в целом, в первую очередь, за финансово-экономический блок. И здесь возглавляет, я сказала, премьер-министр, но в составе этой авторитетной, состоящей из государственных, прежде всего, руководителей государственных органов, конечно, здесь присутствует также 2 представителя. Это депутат Сената и депутат Мажилиса парламента, которого, наверное, многие знают. Он также как общественный деятель, Башимов Марат Советович. И, конечно, есть также Алихан Байменов. И если говорить уже конкретно от гражданского общества, наверное, такой самый близкий к гражданскому обществу, как президент Гражданского альянса, это я. Поэтому я думаю, что это очень прекрасно, очень хорошо, что я вхожу в этот состав, и считаю, что это правильно, потому что в законе есть понятие принципы.
Вот есть понятие активы. Вообще, что такое активы? Когда говорим про активы, активы – это имущество, и блага, которые получают и благодаря денежные имуществу. ресурсы. Активы – это и денежные ресурсы, это абсолютно все. И драгоценности, и земли, и дворцы, и дома, и все на свете, да, получается. Имущество, как мы говорим. И, конечно, вот активы. Вот эти возврат активов, если обратить внимание, есть законно приобретенные активы, есть незаконно. Вот разговор идет о незаконно. Что такое незаконно приобретенные активы? То есть они были когда-то взяты в силу различных возможностей. Если, например, скажем так, вот человек имел доступ, и при этом он воспользовался и незаконно эти активы себе на себя записал, оформил, то есть незаконно. Либо за незаконные ресурсы, или которые он, да, денежные средства приобрел. Или приобрел уже за деньги, которые... Еще плюс есть ведь еще... Мы прекрасно понимаем, что активы могут быть не только в Казахстане, госактивы находятся практически повсеместно, на всей планете Земля они могут быть. В этой связи вот эти незаконно приобретенные активы, конечно, это процесс непростой. И сегодня, когда говорим об этой работе этой комиссии, надо сказать, вот я начала по принципу, это законность, там должно быть все, прозрачность и гласность, и там даже есть такой принцип взаимодействия гражданского общества с государственными органами. Поэтому почему вот в этом составе этой комиссии достаточно такой авторитетный находится и представитель гражданского общества. Вот я хотела бы сказать еще следующее. Вот основная работа. Конечно, у нас есть уполномоченный орган. Смотрите, вы в комиссии как работаете? У вас какой-то материал, который правоохранительные органы составили, да? Вы его начинаете обсуждать? Не совсем так, нет, немножко по-другому. Одновременно, когда была создана комиссия, был создан также уполномоченный орган. Он же является непосредственно рабочим органом. Уполномоченный орган по возврату активов, он находится как комитет в составе Генеральной прокуратуры. Вы знаете, что высший надзорный орган – это Генеральная прокуратура. И вот комитет по возврату активов, непосредственно его руководитель Суиндыков, господин Суиндыков. Махтыевич, я неправильно сказала, наверное. И непосредственно председатель этой комиссии, он со своим комитетом непосредственно работает над тем, чтобы, во-первых, выяснить, не совсем правильно, как руководитель как уполномоченный орган, руководитель уполномоченного органа, конечно, его комитет, в первую очередь, он не только непосредственно сам один, то есть в лице Генпрокуратуры, а практически осуществляет межведомственную координацию. Ведь у нас есть агентство финансового мониторинга, есть органы национальной безопасности. Как мы сказали, есть финансовые специальные структуры, есть самые разные органы, которые сегодня, все они абсолютно, информацию они, конечно, ведут самостоятельно, но могут и сами выявлять, но все эта информация поступает сюда, в комитет по возврату активов. Они анализируют, проверяют. Анализ проводится, оценка. Данные, да. Теперь смотрите, дальше есть такое понятие. Например, как можно возвращать вообще активы? Есть два пути, да? Путь первый, это можно, как и возвращают всегда, это следствие, это уголовные дела, это через суды и так далее, то есть это более длительный процесс. И в данном случае комиссия работает в первую очередь по, скажем так, другому пути. Другой путь – это уже когда человек сам добровольно, да. Но как это добровольно? Добровольно-то, конечно. Вот представим себе, миллиардер, человек-олигарх, он хочет вернуть активы добровольно. Но он об этом заявляет, с ним идет работа, с этим же комитетом, и по итогам данной работы заключает соглашение о том, что я добровольно возвращаю актив, виллу где-то за рубежом, земельные участки, где-то и так далее, плюс какую-то энную сумму денег возвращаю. Что дальше происходит? Это не означает, что мы говорим: все, ура, мы эти деньги берем, спасибо большое, вы свободны. Вы свободны. Да, так не бывает. После соглашения начинается проверка всех, и он заполняет уже декларацию. Он согласился, он говорит: я покажу в декларацию включу все свое имущество, все свои личные активы. Хорошо, это тоже прекрасно. Но что после этого делают? Какие органы?
ясно, налоговый комитет. Налоговый комитет начинает проверку. И не только налоговый, абсолютно все правоохранительные, скажем так, структуры и другие задействованные структуры, они проверяют реально, соответствует ли, нет ли что-то там, может быть, упущено, или переписано на кого-то. Ну, вы понимаете, что каждый орган по-своему, он может выявить все эти вещи. Достоверность декларации. Абсолютно. То есть проверяется достоверность декларации. И только после этого уже как бы начинается работа следующая. И вот когда уже известно, что он реально все показал, энную сумму он сказал, что возвращает добровольно, вот потом, значит, конечно, его включают в реестр, когда уже соглашение подписывают. Есть такой реестр, и в этот реестр уже включаются списки тех, кто уже добровольно согласился отдать. Смотрите, да. Ну вот мы вот сейчас вкратце сказали, как работает. Ну хорошо, это все делают правоохранительные органы, есть уполномоченные органы, все это координируют. А роль комиссии? Просто сказать Теперь да смотрите, или нет? Нет, не совсем так. Вот когда правоохранительный блок, в первую очередь вот этот уполномоченный орган, он же и рабочий орган, да, комитет по возврату активов готовит материалы, потом этими материалами на каждое заседание прям отдельно, буквально за день, за два, полностью знакомит каждого члена отдельно к этой комиссии. То есть они могут приехать ко мне или меня и приглашают. В общем, мы садимся, я смотрю все документы, знакомлюсь, потом только говорю, да, вот это с этим согласна. Если у меня есть вопросы, я буду задавать. Почему, от чего, где, что не То есть вы, как член комиссии, работа. может быть, не согласны с выводами уполномоченного органа? Может, однозначно, и бывает. А так было? Было, и не раз было. Были даже вот прямо во время заседания комиссии даже поднимали вопросы. Ну, более там, скажем, министр нацэкономики, национальной экономики задавал вопросы. То есть у каждого есть вопрос. То есть если... Но в основном мы, конечно, ввиду того, что вся работа уже как бы проведена, с каждым персонально из членов комиссии, конечно, уже больше не в качестве там, замечания, а в качестве предложений. Я тоже высказывала свое предложение. Например, для меня что важно? Важно, в самую очередь, это гласность. Что такое гласность? В данном случае не в смысле там нам надо взять и все на свете рассказать, кто вошел, кто отдал. Нет, гласность в плане того, что хорошо, эти активы поступили. Они поступают куда? Значит, поступают они непосредственно, все деньги поступают на специальный государственный счет. Он находится при Министерстве финансов. Прям так отдельный, специальный, так называется, специальный государственный счет. Поступают эти средства, а теперь ведь у нас же не все в финансовых, в деньгах, в денежном выражении. Идет какая-то, сейчас, как мы сказали, драгоценности, здания, земельные участки. Но они все равно оцифровываются. Ну, в первую очередь. Монетизируются. Да, но они... Конечно, оцифровываются, но тем не менее, они же показывают, что вот это отель я оцениваю, там, например, 100 миллиардов, да, например. Да. Теперь он отдал, а что дальше? Кто берет этот отель или там здание какое-то? Это тоже комиссия принимает потом решение? Вот как раз да? вот для этого создана вторая комиссия, да? Это как раз не комиссия она называется, это в виде ТО, это компания по управлению возвращенными активами. Коротко КУВА называют его. И вот в эту компанию здесь уже для чего? Это как государственное предприятие? Это 100% государственное управление, государственное предприятие, в котором... Представляю, сколько сейчас будет население говорит, создали себе кормушку предприятия. Нет, теперь слушайте, нет. Так. Значит, сейчас я объясняю, что дальше. А вы представьте себе, вот отдали, например, отель какой-то, да? Ну, хорошо, государство приняло, вот комиссия согласовала, финансы поступили на счет, а дальше с этим отелем, что с этой гостиницей делать? Да. Вот поэтому вот эта компания, ее задача вот эти активы продать и снова вот эти деньги положить непосредственно снова на этот специальный государственный счет. Это его главная задача. А не оставлять его то есть просто. Он не занимается управлением, там, созданием бизнеса гостиничного? Нет. Только продавать и только денежные смотрите, ресурсы конечно, возвращать. мы же, например, вот человек оценил свой отель, там отель будет называться, например, скажем, «Марсиане». Этот отель «Марсиане», значит, он оценил 100 миллиардов, да? Да. Ну, примерно, я говорю, хорошо, 50 миллиардов. Теперь вот этот отель... Мы можем взять конкретный пример какой-нибудь, нет?
Ну, Или в у нас- принципе, вы знаете, тут есть один такой момент. Вот почему, и вот тоже мне часто задают вопрос, а почему вы не называете, кто в реестре, Да. вот так далее. Здесь договоренность такая, что вы понимаете, что это люди, этот бизнес, он сегодня, вот, скажем, без разницы, это пусть будет банк, пусть это будет отель, там работают люди. Там это простые люди, которые там работают, зарабатывают и так далее. Если мы называем, то появляется ощущение, что все рушится. Это банк сейчас закроется, отель этот все перестанет работать, потому что его вернули как вещество. Понимаете, и автоматически этот Ну, то есть процветающий, негативное да. для компании Да, это да, да, для негативный компании, да. имидж создается. Да, поэтому вот в любом случае, значит, конечно, Это тоже законодательно оговорено? оговорено. Поэтому не только законодательно, то есть мы вплоть до того, что мы предупреждены и несем ответственность как члены комиссии. Да, я знаю всех, кто вошел в реестр, радуюсь каждый раз, когда входят новые, появляются лица достаточно известные в Казахстане. Радуюсь, что они передают, потому что я Добровольно. понимаю, добровольно. И это что такое добровольно? Еще раз объясняю. Это короткий срок. То есть вот он, там проверка. без суда. Да, Без без суда и суда. следствия. А, конечно, одновременно в это время идет еще другой. Это уже через суды. Но они идут уже достаточно долго, да, длительный Ну, процесс. там, где, собственно говоря, Теперь смотрите. человек просто пытается защитить свои Да, он активы, пытается да. защитить, как любой человек, который когда-то приобрел незаконно, но он хочет доказать, что он законно. Да, здесь мы все поняли. А вот об еще этом момент. обвинении. Смотрите, есть еще такой момент. Вы поймите, что это почему такой процесс вообще в целом трудный. Даже в случае, если, например, он возвращает, да, но тем не менее, для того, чтобы... Ведь многие то, что даже возвращают, они находятся за рубежом. Это означает, что мы уже должны работать в международном праве Да. и работать. Поэтому комитет по возврату активов, да вообще все наши, в том числе и правоохранительный блок и так далее, да, все они работают в рамках соглашений международных. Они давно работают, но сейчас более усиленно. А возврат активов это считается одним из самых важных, именно вот если говорить про антикоррупционных, скажем так, практик, это самое. Ну, то есть это уже конкретный результат антикоррупционной работы. Да. Хорошо, вот сейчас мы вкратце механизм сказали. Думаю, что умные, желающие больше узнать, они почитают и закон, Кстати, почитают подождите, материалы. не комиссии. только. Откройте сайт просто Да? Генеральной прокуратуры, и прям можете написать сайт Комитета по возврату активов. Да, и там вся Вся информация. информация. Но все-таки циферки давайте озвучим. Ну, смотрите, Что удалось? 27 июня, вот буквально, я даже вот перед тем, когда вы сказали, что вот такую вас тема интересует, я посмотрела сама, потому что цифры все время меняются. Ну, конечно. И я не могу все их держать в голове, но вот посмотрела чисто для интереса. Например, написано, что в счете вот как бы 103 миллиарда, да, возвращенных в специальный государственный счет. Это с учетом того, Это что только уже денежные. продано Кувой, да? Нет, если говорить про КУВО, про управляющую компанию, то она вот практически 48, значит, как правильно сказать, активов, скажем так, активов продала уже, 34 миллиарда тоже вложила в эту сумму. Видите, это уже реальное то, что... Да, оно продолжает... Есть еще такой момент. Вот, но мы же понимаем, что сумма еще приобретенных гораздо выше. Нет, незаконно приобретенных, конечно, нет. 103 миллиарда только на счет. А вот эти, если кроме, я же сказала, что они еще отдали другие активы большие, общая сумма где-то 433 и с половиной миллиардов. Это еще не проданные остались это активы, еще, которые предстоит, да? Теперь, где их можно купить? Ведь люди же могут купить. Те же, например, какие-то часы. То же самое. Вот откройте, значит, сайт компании вот, ТО Кува, напишите, выйдет уже. Большими буквами. Просто Кува, компания по управлению возвращенными активами. И там идут аукционы, торги. Вы там на наблюдательном совете? Я вхожу в состав попечительский совет, как бы такой, да, ну буквально. И, конечно, вся эта работа, она главную цель, чтобы деньги вернулись на этот счет, в первую очередь в денежном выражении, это важнее всего. Куда дальше идут эти деньги? Вот здесь, на самом деле, знаете, вот я уже много раз выступала, рассказывала. Вот некоторые, которые стали в моей памяти. Например, в прошлом году было заявлено о том, что вот деньги будут строиться, там, объект в Ахтобе для интерната. Да почти. Это, на кстати, социальные объекты? Только социальные. Ну, и экономические, если правильно говорить. Почему? Коммунальный объект. Например, коммунальный. Да, например, вот проблема у нас с питьевой водой. Да, именно питьевая инфраструктура, да, водная инфраструктура, как правильно назвать.
То есть здесь полностью, например, в Северно-Казахстанской области, здесь буквально все это расписано, какие суммы туда сейчас Это направлены. значит, что уже участвуют в этом местные исполнительные органы, которые составляют записку, заявку со всеми обоснованиями. Я правильно понимаю? Однозначно. И точно так же вот, идут, значит, самые важные А социально... кто принимает решение? Ну, здесь уже, вы знаете, бюджетная комиссия в любом случае она принимает, потому что надо смотреть на то, что где самая болевая То точка. есть уже работает обычная бюджетная комиссия? Да, она уже работает, потому что деньги все-таки специальный государственный счет, и, конечно... Ну, и они как бы бюджетные деньги. Да, бюджетные. Это все бюджетные деньги. То есть эти деньги работают на население. И, например, вот Жалаңаш, вот Кегенский район, это там где-то далеко-далеко, да, от Алматы километров, наверное, 300, не знаю. И вот там, когда-то я была там недалеко, и вот буквально я видела это село маленькое такое, но там сейчас строится целая вот спортивная школа построена. И вот на эти деньги, интернаты, в общем, ну, практически... Ну, то есть вот сейчас речь идет где-то о 500 000 денежных средств, которые сегодня идут. Которые есть, 500 миллиардов, условно, ну, да, условно, примерно да, где-то. Да. Вот на ваш взгляд, все-таки, как вы оцените эффективность этой работы на сегодняшний день? Ну, Я понимаю, что реально, это сложно. да. Во-первых, надо доказать, что это незаконный актив, да, его надо проверить, провести внутреннее расследование, все вот эти вот вещи, это вот правоохранительные. Я понимаю, какой адский труд. Учитывая, что кропотливая работа. Да, и тем более, что большая часть счетов за рубежом, там же и активы в виде имущества, там земли и прочее. Все-таки как вы оцениваете, вот ваш взгляд, вы все-таки ближе ко всей этой работе, вы видите, как работают правоохранительные органы, Генеральная прокуратура. Что вы можете сказать? Ну, в принципе, я думаю, что работа ведется на должном уровне. По-честному? По-честному, на должном уровне работы ведется, деньги возвращаются. Просто, знаете, мы как бы, наверное, само население еще до конца не можем осознать, ведь кроме возврата активов есть и другие еще формы. Вот на самом деле вот возврат активов, это просто, как я уже еще раз повторяю, очень быстрый возврат денег. И эти деньги начинают работать на экономику и в первую очередь на население Казахстана. Да? Теперь, если говорить, конечно, о других вещах, то есть когда уже молчат, не все же идут на добровольную сделку, то есть там уже, конечно, работа сложнее. Есть, например, мы даже опыт зарубежных, они тоже пытаются, это не только в Казахстане, но и в других государствах происходит. Ну да, это годами, это десятилетиями, надо доказать, потому что никто не имеет права просто взять и забрать то, что... Ну, цивилизованным путем, путем да. открытия уголовных дел и судебного разбирательства, собственно говоря. Да, просто это длительный процесс, но там тоже, оттуда тоже деньги возвращаются. А давайте перейдем. Мы вот с вами работаем в гражданском секторе и занимаемся, вот мы говорим все время население, и все-таки вот сегодня существует закон об общественном контроле, есть закон об общественных советах, и наш гражданский альянс, он сейчас активно работает со всеми общественными советами. Сколько у нас их? 264 общественных совета районных, городских, областных, центральных, да? Центральных госорганов и квазигосударственных сектора. Скажите мне, вот их работа как-то может способствовать улучшению или повышению эффективности, ну вот в частности по вопросу активов, в целом антикоррупционки и однозначно. Вот давайте возьмем, например, общественные советы. Какой из этих форм вы считаете более такая вот, может быть, интересная? Вот лично, на мой взгляд, мне кажется, все-таки работа, общественный контроль как сам по себе, мне кажется, это гораздо важнее, чем вот и общественный совет или другие КСО. Как вы думаете? Ну, общественный контроль я воспринимаю как инструмент. Этот инструмент, который позволяет или проводить в виде мониторинга, может быть, общественные слушания, могут быть, то есть есть несколько механизмов, все это прописано. Если говорить про общественный контроль, вот этот механизм, я всегда с гордостью выступая за рубежом, говорю о том, что у нас самый лучший. Я читала и хорошо ознакомлена с тем, какой в России, например, закон об общественном контроле. В других государствах я не беру там далеко а те, которые рядом с нами по соседству. Почему я говорю, что у нас самый лучший? Потому что в нем буквально, это рамочный закон, но в нем четко, конкретно прописано. Это, в первую очередь, кто является субъектом, то есть тот, кто может проводить общественный контроль. И у нас в законе написано: любой гражданин Республики Казахстан, единственное, которому исполнилось 18 лет,
и который, значит, не состоит где-то там на учете и На так далее. в психдиспансере Это как еще обычно, что-то. да. Это первое, да. Второе, и второй пункт еще есть. Любая некоммерческая организация. Вот эти два слова, однажды вот выступая в той же России в Москве, когда я об этом говорила, первая реакция была такая: а если как это государство не боится, что вот так вот может? Ну, во-первых, все люди заняты, и не бывает такого, чтобы все ринулись и решили проводить. Но само наличие этого закона позволяет, когда человек видит, что на самом деле что-то происходит не так, и у него есть какие-то, скажем так, подозрения, что не все ладно, он может собрать, там также прописано, кто может быть объектом теперь, да? Да. На кого направлен этот общественный контроль? Полностью там прописано практически все бюджетные организации. Бюджетные, государственные, Государственный это бюджет. квазигоссектор, да. И более того, когда начинался, вы сами участвовали в этом, когда мы, значит, практически 3 года этот закон вообще продвигали, и вот там все, когда выступали, говорили, первоначально была совершенно одна картина, а в конце мы получили на выходе уже вот такой четкий, небольшой закон с конкретными, значит, сроками и так далее. И там было написано о том, что объекты вошли еще и квазигосударственный сектор. Первоначально этого темы вообще не касалась. Да, квазисектор, он практически был как бы отдельно. Теперь, если мы говорим про закон об общественном контроле, опять-таки, там же тоже написано, вот, например, вот мы огромная большая толпа чем-то недовольны, да, скажем, родители, вот там недовольны каким-то там процессом. Это не означает, что мы ринулись, пошли проверять там пионерский лагерь или еще что-то, да? Нет. В данном случае мы идем, опять-таки в законе прописано, должны выбрать вот конкретно столько-то человек, уведомить, что вот идем, что мы будем и так далее, и задать им вопросы. То есть есть механизм, как весь механизм прописан, как это. Ну, у меня там теперь спорно, смотрите, конечно, еще есть вопросы к этому закону, но в целом я с вами соглашусь, что мы дали возможность любому казахстанцу, если он неравнодушен, решать. Вот у меня сразу вопрос. Комиссия по возврату незаконно приобретенных активов. Было ли такое, чтобы кто-то, или граждане, или активисты, или НПОшники обратились в комиссию и сказали, вот у нас есть предложение такое, вот это рассмотреть, или просим вас вот обратить внимание на это? Было ли вообще Вы знаете, подобное? комиссию обратиться как-то невозможно, потому что это комиссия. Комиссия, ну, все-таки, это же констативно у нас в КСУ могут обратиться любые, мы же понимаем, что... Ну, обращаются они непосредственно, конечно, в тот орган, который они считают либо в Генпрокуратуру, либо Генпрокуратуру, может, Комитет национальной безопасности и так далее, может быть, в агентство. Ну, то есть такого не было. Но вот если говорить конкретно, конечно, зная то, что вы сейчас сказали меня, что многие знают, в первую очередь гражданский сектор, конечно, ко мне обращаются. На меня особенно... Но вы это озвучиваете на комиссии? Обязательно озвучу. Я более того, я сказала так, что еще много, вот, особенно вот год назад, это уже 2 года же, вот я сказала ровно 2 года, как работает закон. И хочу сказать, что, например, если первое время это было вообще, где бы я ни появлялась, мне задавали вопрос, что это за комиссия, куда, почему реестр не озвучивается. То есть все время приходилось отвечать. Сейчас практически таких вопросов почти редко кто задает. Не, но все-таки люди читают, и а потом еще, в сетях обсуждения. А вот еще один такой момент. Например, вот сами члены комиссии, когда говорят, они имеют право вырабатывать рекомендации работе, в том числе вообще вот этих правительственных органов, в целом комитета нашего уполномоченного органа, да, по возврату активов. Например, вот, скажем, оценил, вот как мы сейчас сказали, отель «Марсиане», он оценил за 100 миллиардов, а в результате, значит, тенге имеется в виду, да, и вот он не продается. Кува получила управляющая компания, но не может продать. Или тогда здесь вот внесли в закон изменения. То есть если в течение года не продается, тогда тот, кто оценил свой там так дорого свой отель, хотя он реально стоит совсем, может быть, должен сам продать. Он уже, это его проблема, он тогда деньгами должен возместить. Вот эту сумму, которую он заявил. Да, поэтому уже это тоже как бы, прежде чем заявлять, надо чтобы, подумать. Да. Но потом, даже когда цена заявлена, вот, например, говорят, там, вилла, там, скажем, в Женеве, эту виллу надо оценивать не только, идет оценка, даже при том, что вот мы принимаем. Там, то есть специально оценочные компании должны быть официальные. За рубежом, их, потом независимые, потом наши государственные. То есть просто так, на веру, вот я захотела и сказала,
что вот мой бизнес стоит столько-то. Это не означает, что мне поверили и тут же сходу записали, что вот я вернула там за столько-то. Потому что все абсолютно проверяется. Хорошо. Но я вот сейчас хочу сказать тем, кто нас слушает, пожалуйста, если у вас есть какие-то интересные предложения, вот что послушали, у вас есть какие-то рекомендации, у вас остались вопросы. Мало того, что вы смотрите на сайте наших правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры и Гражданского альянса Казахстана, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь и обращайтесь как можно чаще и больше. Чем больше будет обращений, тем открытие и прозрачнее будет та работа. Вот мы сейчас обсуждаем тему активов. Да. До этого мы вообще обсуждали антикоррупционную политику, обсуждали коррупционные вещи в бизнесе. У нас делали мы подкасты с нашими гостями. Вот. Но мне кажется, это очень важно. Но как Гражданский альянс Казахстана, как вы считаете, вот мы, честно говоря, вот так прям предметно не закладывали эту тему, да, в наш план работы. Почему? Вот у нас есть клуб «Устаном», Гражданского альянса Казахстана. Вот к нам в офис приехал сам председатель комитета по возврату активов. Кстати, да, он в прошлом сам, году, да, буквально даже не в конце, Нет, года. В прошлом году. В конце года, в декабре где-то, да, по-моему, да? Ну, еще даже там сколько, 5 месяцев, наверное, 5-6 месяцев. Он был, не только он один, приехал также и руководитель управляющей компании. И для всех регионов в онлайн-офлайн формате мы провели, и где они отвечали на все вопросы, которые задавали неправительственные организации. Но я предлагаю тогда на нашем сайте все-таки Гражданского альянса разместить, информацию. Дать больше информации. Мне кажется, вот все, что касается антикоррупционки, это тема, которая, все считают, что мы все понимаем, что такое коррупция, хотя на самом деле далеко не все это понимают, но изучать это можно, понимать это можно, и надо понимать, чем меньше будет коррупционных проявлений, тем лучше будет нам все равно житься. Да. Значит, потому что люди будут жить по законам. Если нас не устраивают законы, мы лучше их поменяем. Но никакой коррупционной сделки. Появляются школы, вот, например, в Карагандинской области, по-моему, вот как раз на возвращенные активы 51 медицинских организаций сегодня где-то достраиваются, где-то приводятся в соответствии и так далее. Только по Карагандинской области. 21 объект, социальный объект, например, я помню просто так вот на слух, в области Абая. Во всех регионах. И в первую очередь это касается сельского населения. То есть для кого? Это для сельских населения, территории. То, что делается в виде, строительства идет. Это инфраструктура, как я говорила, чистая питьевая вода. Это залог здоровья человека, да, качество здоровья человека. А это значит здоровье, это есть здоровье нации. Да, конечно. И, конечно, таких объектов много. Интернаты, потом лица с инвалидностью, социально уязвимая категория населения, безработные, туда, молодежь. куда можно приложить усилия, их много таких. Да, их много, к сожалению, пока еще это не стало так, чтобы все бы у нас было прям шкварчало, было хорошо. Вот мне интересно, я понимаю, мы это уже обсуждали не раз и не два, и с вами, и вообще, и на Устаном, и не только, что, наверное, коррупцию изжить до конца невозможно, во всем мире это присутствует, потому что она связана с человеком. Человеческая натура такова, что она может давать слабину и создавать какие-то вот такие вот вещи, да, противные закону, не соответствующие нормальному человеческому образу жизни, но они могут быть. Но вот как по-вашему, вот есть ли такой момент, или наступил ли такой момент переломный, когда мы точно можем сказать, вот теперь у нас будет идти снижение коррупции в стране, или мы еще к этому моменту не подошли, или что нам для этого нужно? Может быть, то, о чем мы говорили все время, что нам нужно, вот, допустим, для самой активной части гражданского общества, неправительственных организаций, отдельный закон, по которому мы бы создали условия активной части гражданского общества такие, что они были бы сильными и могли противостоять в диалоге с властью коррупционным проявлениям. Может быть, тогда будут переломные моменты. Как вот вы считаете, когда мы к этому подойдем? Вы сидите с активами, вы в наблюдательном совете, мы постоянно по правам человека, в антикоррупционной совете, да. Где только нет Бану Ганиевны, где только нет наших активистов. И мы вроде бы везде даем какие-то свои предложения. Наступит ли этот переломный момент или нет? Однозначно, я думаю, даже то, что сейчас проходит вот в нашей стране, да, многие вещи, строятся, вот я говорила, комфортные школы, да, это строит их Самрук Казна. Есть Казахстан Халкына фонд,
Это как раз тоже это первым. Кстати, Бану Ганиевна является председателем наблюдательного попечительского совета нашего большого фонда по инициативе президента создана «Казахстан Халкна». И там на самом деле большие ресурсы выделяются на вот лечение детей. На что еще там было? На строительство соцкультобъектов, там еще что-то. Да. И тоже, в первую очередь, конечно, это сельское население. И вот даже вот эти вот, если учитывать деньги, возвращенные, вот активы, да, специального государственного счета, Самрұқ-Қазына отдельно. Почему не предложить, чтобы эти деньги переходили в фонд Казахстан Халкына, если он активно работает так? Вы знаете, ну, я думаю, что у каждого свои задачи, поэтому, мне кажется, лучше пусть идут разные источники. Я думаю, что это правильно, поскольку, например, скажем, вот я говорила про комфортные школы, да, их строит Самрұқ-Қазына. То есть это как бы поручение пусть и так строит. далее. Пусть строит. И я думаю, что если, например, в данном случае вот конкретно, если брать Казахстан Халкына, то здесь идут тоже строительство объектов, но большей части даже мы не сколько строительство объектов, больше идут как бы оборудование, лечение пациентов, да, самых трудных, например, вот орфанное заболевание, это лечение его почти одного человека, там сколько обходится, ну, да, дорогое. Это понятно, да, но оно и редкое заболевание. Но к сожалению, не так редко, не так уж редко, если переводить, да. Поэтому есть, я думаю, что не надо, чтобы каждый вот счет конкретно работал и мог отчитаться по этим деньгам. Кстати, как часто, вот, раз мы задели Казахстан Халкына, они же каждый год дают отчет. Каждый год, ежегодно. Сайте, с цифрами, со всеми делами. Если говорить и про вообще, давайте тогда уже про комиссию, раз уж мы тему ведем, комиссия по возврату активов в обязательном порядке, ежегодно, это в законе прописано, обязана давать отчет. Сколько, как, на что, куда потрачены средства, возвращенные, значит, уже к нашему народу. Кстати, вначале сколько вернули и потрачили. И куда потратили, и куда, на какие цели. Кстати, имеет вот поэтому комитет по возврату незаконно приобретенных активов при Генеральной прокуратуре, оно наделено полномочиями вот от имени государства вот как раз возвращать эти активы, направлять уже на, опять-таки, в целях для государственных нужд, в первую очередь для населения. И социально уязвимой категории населения. И точно так же, например, Казахстан Халкына также ежегодно отчитывается. Казахстан Халкына, более того, вот мы сейчас, Гражданский альянс, проводим региональные форумы. 20 регионов, 20 форумов. И на каждом гражданский форум, где мы собираем активистов. Где собираются именно неправительственные организации, а также государственные, местные исполнительные органы, да, бизнес, сообщества. И вот там также в обязательном порядке председатель правления вылетает вот на каждый форум, выступает уже прямо с презентацией, докладом, что сделал фонд Казахстан Халкына конкретно этому региону. То есть куда идут деньги налогоплательщиков, попроще будем говорить, да? В данном случае деньги этих людей, которые там, в данном случае спонсоров и так дальше. Но деньги налогоплательщиков, я имею в виду, все равно какой-то определенный ресурс все равно государство выделяет. Давайте так, у нас осталось буквально 2-3 минуточки, да? И когда произойдет, вы сказали, когда произойдет, да? Да. Я думаю, что такое нет, прямо четко произойдет. Понятно, но и мое мнение, вообще, как бороться с коррупцией, в первую очередь, вообще нулевая терпимость воспитывается в детстве. Я думаю, первое, хоть куда идите, хоть какой вопрос затрагиваем, это все должно быть, оно начинается с семьи, с детских лет, пример родителей и так далее. И поэтому родители должны воспитывать в детях нулевую терпимость ко всем проявлениям коррупции. Конечно, это страшное зло, которое вот как раз, скажем так, создает проблемы государству в плане его процветания, благополучия. Если бы вот эти, скажем, те, которые сегодня практически незаконно приобрели активы, если бы они даже эти незаконно приобретенные активы вкладывали бы в свой Казахстан, сюда, наверное, мы получили бы другое государство. Многие вопросы мы же богатое государство, у нас сильнейший потенциал, шикарный свой код генетический, я им горжусь. Но, к сожалению, обидно, что я очень надеюсь, что молодежь, которая вот сегодня слушает меня, может быть, и, конечно, у нас есть чистая сессия, четверг, там все время, как гражданское общество, молодежь в первую очередь, она все время какие-то инициативы выдвигает. Как бороться с этой коррупцией, этим злом. Но я думаю, что все равно шаг за шагом
к этому придем. Придем, потому что выгоднее будет вложиться, быть открытым. Жить по-честному, Жить по-честному должно быть выгодно. Да. Вот такое Всё. правило. Огромное спасибо. Мне кажется, вот это последнее «жить по-честному выгодно» — это как раз тот девиз, с которым должен жить каждый нормальный, честный, добропорядочный и умный человек. А в Казахстане таких большинство. Поэтому будем надеяться, что и во власти, и в общественном секторе, да, вообще в нашем казахстанском обществе действительно постепенно нулевая терпимость к коррупции. Это будет как норма, как принцип жизни. Вам огромное спасибо, Бану Ганиевна, за то, что мы с вами побеседовали на коротке, но, я так думаю, очень полезная информация прозвучала для всех, кто нас слушает, кто нас смотрит. Всем удачи, всем счастья и нам с вами нулевой терпимости ко всему, и чтобы то, что мы с вами делаем, действительно приносило пользу и удачу. Жму руку. Спасибо большое. Всем пока. Процветания нашему государству, здоровья и успехов нашим гражданам.